выздоровлением вас! Спасибо большое. И как ваше самочувствие? Сейчас уже лучше намного, уже переболел, все симптомы прошли. Мгм. Последний симптом был дней 4 назад. Вот, сейчас уже чувствую себя нормально. Мгм. Так давайте начнем сначала, да. Как вы, заболели? Каковы были первые симптомы? И как вы поняли, что нужно обращаться в больницу? А, Я сам, честно, не понял, как я заболел. У нас было все нормально, у нас был первый случай коронавируса в Барселоне, мы все гуляли, встречались друг с другом. Потом начало резко увеличиваться количество больных. Потом в один день у меня проявились симптомы. Первый симптом это была температура 37,2, по-моему. Я подумал, что это обычный грипп. После этого через 2 дня у меня повысилась температура до 38,5. Я начал чувствовать себя очень плохо, у меня ломили кости, вот. И потом я подумал, что, скорее всего, это коронавирус, потому что была вот эта шумиха по поводу этого. Я решил провериться. Сам я не мог дойти до больницы, потом я позвал своих друзей, они мне помогли доехать до туда. И после этого у меня взяли анализы и подтвердили то, что у меня эта болезнь. Мгм. Вам сделали тест, да? Да. И что вы почувствовали, когда вам подтвердили коронавирус? Был шок. Потому что в то время, когда у меня это подтвердили, только набирали обороты, и, Мгм. и когда мне это сказали, по-моему, я был первый больной в этой больнице, который был подтвержден с коронавирусом, и потом у них началась шумиха, у них там были специальные коробки, такие биоазарт, где они держали специальные маски, специальное оборудование для борьбы с коронавирусом, вот, Мгм. и здесь с этим очень строго, потому что здесь не берут документы в руки, они берут только через какое-то пространство, которое чистит документы там спиртом. Ага. Мгм. Ну вот, вам сказали, что у вас коронавирус. Потом что было? Потом меня госпитализировали там буквально на ночь, и у меня начали проверять мои легкие, мочу, кровь. После этого мне сказали, в принципе, то, что иммунитет нормальный, то, что я могу вылечиться, в принципе, на домашнем карантине. Мне влили парацетамол Мгм. через инъекцию. После этого мне сказали пить парацетамол каждые 8 часов в течение 5 дней, потому что сейчас, как мы знаем, не существует лекарства для коронавируса. Мгм. И мне сказали, то, что просто нужно быть дома, соблюдать режим, хорошо спать и кушать, и все. Я приехал домой, у меня начался кашель, температура все так стояла в течение 3 дней, была очень сильная слабость. Мгм. Грубо говоря, я не мог встать, например, там пойти, сделать себе что-нибудь покушать. После этого у меня пропали вкусовые ощущения вообще. И в течение 4-5 дней я не чувствовал, что я ем. Что бы я ни ел, это все чувствовалось как вода. Мгм. Мгм. Вот. Но аппетит был или не было? Аппетита как такового не было, но я знал то, что чтобы вылечиться, мне нужно было поесть по-любому. И из-за этого Мгм. я как бы через силу, грубо говоря, вся вталкивал еду и как-то поддерживал. Мгм. А по ощущениям это, похоже на грипп или это больше, чем грипп? Э, Похоже на грипп, но, знаете, как очень сильная версия гриппа. Мгм. У меня начался в один момент, у меня началась пневмония. Не как пневмония, вот именно когда там, с искусственным дыханием, но когда Мгм. ты Мгм. немного дышишь, то у тебя начинают болеть легкие. И, в принципе, это длилось недолго, это длилось 2 дня. Мгм. И через сколько дней сделали повторный тест? Делали мне через 10, по-моему, дней, мне сделали обратный тест на коронавирус. Потому что мне сказали подойти когда уже начнешь чувствовать себя нормально. Я пошел, Мгм. мне сказали, что уже все, слава богу. Мгм. Вы там учитесь? Да, да, в университете. Мгм. Какой курс? И сколько вы уже находитесь в Испании? Второй курс, получается, это уже второй год. Второй год пошел. Мгм.
Мгм. Что вы можете сказать об усилиях Испании, в борьбе против коронавируса? На самом деле здесь сейчас очень ведется активная борьба против коронавируса. Во-первых, когда мы узнали, то, что здесь начался коронавирус, в принципе, мы на это не обращали внимания. После того, как цифра уже завалила за 1000, мы начали уже предпринимать какие-то меры, и государство тоже начало предпринимать какие-то меры. Мы перестали уже Мгм. встречаться с друзьями, мы встречались каждую пятницу, эти уже встречи отменились, во-первых. Во-вторых, в супермаркетах началась паника. У нас начали раскупать продукты, так же, как и в Кыргызстане, но Мгм. с этой ситуацией начали бороться. В Кыргызстане начали цены подниматься на продукты. Здесь антимонопольная политика очень хорошо работает, и цены, в принципе, регулируются. Например, в ту больницу, в которую я ходил, в принципе, это такая непопулярная больница, и там людей поменьше. Но в тот раз я был в госпитале Барселона, это наша центральная Мгм. больница. Там очень много людей, не хватает аппаратов искусственного дыхания, людей оставляют в коридоре, очень много людей страдают из-за нехватки места. Очень много людей Мгм. болеют, и смотришь, в принципе, там не только такие пожилые люди, как все говорят в Кыргызстане, то, что молодые не болеют. На самом деле это не так, люди болеют, и молодых очень тоже много. Вы не знаете, где вы могли заразиться? Нет, нет. Скорее всего, мне кажется, Мгм. что среди своих друзей, грубо говоря, я был пациент ноль, Мгм. который заразил. Например, у меня есть друг, с которым я живу в одной комнате. Вот, по-моему, у меня, когда появились симптомы, на следующий день у него уже началась температура. Мгм. А, Он себя тоже плохо чувствовал, я ему посоветовал пить парацетамол. Потом я одну ночь жил в зале, где никого нет, чтобы дальше не распространять вирус. Мгм. После этого его семья сказала, то, что ему надо улетать в Кыргызстан, в Чили, и он улетел в Мгм. Чили. Мгм. Мгм. Понятно. И вот вам сказали, что вы уже все выздоровели, и теперь, вы можете выходить на улицу? Или что они А, рекомендуют? Нет, говорят, то, что можно заболеть во второй раз. Я Мгм. не знаю, правда это или нет. Например, одни врачи, я разговаривал с двумя врачами, один врач мне говорит, что у меня выработались какие-то антитела, которые мне помогают защититься от коронавируса. Второй врач говорит, то, что я могу заболеть во второй раз и стоит быть аккуратнее. И я не знаю, как правильно действовать, но сейчас я остаюсь по-любому дома, потому что даже если ты выйдешь на улицу, делать нечего, э, нет каких-либо вариантов куда-либо сходить и так далее. Исходя из вашего опыта, да, что бы вы порекомендовали бы кыргызстанцам? Оставаться дома, потому что вирус не передается, например, там, через километр. И Мгм. чтобы, например, заболеть, мне нужно контактировать с каким-то человеком, либо оставить на поверхности этот вирус. Рекомендуется носить маски. Этот вирус очень быстро распространяется. Вот пока что кыргызстанцы я видел, мы здесь, люди, которые учатся за границей, они тоже очень скучают, например, по своей стране, они тоже наблюдают за новостями, которые там происходят. Люди, например, после 7 во время комендантского часа они выходят на улицу, и было задержано 320 машин. Это очень глупо выходить на улицу, на самом деле, потому что если ты выходишь на улицу, во-первых, есть риск того, что ты зацепишь эту болезнь, то, что ты можешь подхватить Мгм. эту болезнь, и ты можешь сам заболеть и мучиться. Во-вторых, есть риск того, что, например, зацепишь эту болезнь, и ты будешь ее распространять. И, например, Мгм. эта болезнь растет не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Например, если ты один человек, ты можешь заразить 14 человек, например, 10 человек. Ты не заразишь только одного и один к одному. Это идет не так, это не так работает. Это работает, идет большой, как бы, грубо говоря, спред, да, например. Спасибо вам, Ильдос. Не Спасибо большое болейте, вам. выздоравливайте.